Из Центра временного содержания Москвы на родину отправлено 10 граждан Таджикистана. Таджикистан в минувшем году получил беспрецедентный объем гуманитарной помощи. В Хатлоне брата осужденного адвоката приговорили к 4 годам лишения свободы. Токаев распустил парламент Казахстана и назначил дату досрочных выборов. Зеленский заявил, что не уверен, жив ли Путин. 10 граждан Таджикистана, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан, расположенных в поселке Сахарова города Москвы, 18 января были отправлены на родину. Об этом сообщает посольство Таджикистана в Российской Федерации. Отмечается, что эти граждане были временно задержаны в связи с нарушением правил пребывания в России. В этот же день сотрудники консульской службы посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации во время посещения Центра временного содержания провели профилактическую беседу с другими таджикистанцами, которые сейчас находятся в ЦВО. Им передали продукты питания и другие необходимые предметы. Таджикистан в минувшем году получил гуманитарную помощь на сумму около 141 миллиона долларов. Об этом сообщает Статведомство республики. Отмечается, что данная помощь общим весом почти 16 тысяч тонн была предоставлена 59 странами мира. Около 60% гумпомощи предоставлялось двумя главными экономиками мира – это Китаем 32,6% в общей стоимости помощи и США 24,5%. Также сравнительно высокую долю в общей стоимости помощи за 2022 год имеют Бельгия, Индия, Россия и Япония, Нидерланды и Швеция, Узбекистан и Южная Корея. В 2022 году Таджикистан получил беспрецедентно большой по стоимости объем помощи с 2010 года. Хотя количество стран-доноров в минувшем году по сравнению с 2021 годом сократилось, общая стоимость помощи выросла на 30 миллионов долларов. До этого наиболее высокая по стоимости помощь за последние 12 лет поступала в республику в 2013 году – 87,4 миллиона долларов. Сравнительно небольшую помощь за вышеуказанный период Таджикистан получил в 2015 году – 44,8 миллиона долларов. Общая стоимость гуманитарной помощи, полученной в 2022 году, в 2,5 раза превышает запланированные на 2023 год гранты международных финансовых организаций для поддержки госбюджета страны. Суд Хатлонской области приговорил брата осужденного адвоката и бывшего судебного исполнителя Сайднуридина Шамсидинова к 4 годам лишения свободы. Бахаваддин Шамсидинов признан виновным в сотрудничестве с запрещенной в стране группой 24, самовольном захвате земли и растрате. Его родственники сообщили, что суд обвинил его также в распространении ложных сведений, но Бахаваддин не признал себя виновным ни по одной статье и назвал обвинение клеветой. Судьи Вахшского района Хатлонской области сообщили 19 января, что прокурор запросил 10 лет лишения свободы для подсудимого, но в итоге суд приговорил его к 4 годам. Родственники Бахаваддина Шамсидинова не пожелали говорить в открытую о данном деле. По их словам, за последние 2 года 2 членов семьи были отправлены за решетку, и они теперь опасаются преследования. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом распустил Нижнюю палату парламента Маджлис и назначил внеочередные выборы на 19 марта, сообщает власть.кз. Еще один указ подразумевает и досрочный распуск местных представительных органов – маслихатов. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией. Указы президент подписал после консультаций с премьер-министром и спикерами обеих палат парламента. Неочередные выборы Токаев инициировал после изменения Конституции и принятия конституционных законов, которые в частности изменили полномочия президента, ограничив его возможности на избрание единственным сроком в 7 лет. Иначе бы очередные президентские выборы прошли в Казахстане в 2024 году, а парламентские – в 2025 году. Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, потому что не уверен, что глава Российской Федерации жив.
Об этом Зеленский заявил на украинском завтраке в Давосе утром в четверг 19 января. «Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорит и о чем говорит. Я не уверена, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решение или кто-то принимает решение. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации», – заявил украинский президент. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера, усомнившегося, что Владимир Путин жив и принимает решения. Понятно, что и Россия, и Путин для Украины, и для Зеленского – это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни Россия, ни Путина не было. Но чем раньше украинский режим осознает, отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин, если будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина, заявил Песков. В Кремле считают, что чем раньше Киев проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее всем закончится, и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил.